По случаю Дня матери уйгурское движение опубликовало пресс-релиз под названием «День матери. Скорбь и разлука для уйгуров». В заявлении акцентируется внимание на том, что китайские власти разлучили миллионы матерей с их детьми, заключили их в лагеря и направили во внутренние провинции в качестве дешевой рабочей силы. Из-за давления коммунистического режима Китая матери не могут связаться со своими детьми и в большинстве случаев остаются вынужденными прекратить связь, чтобы уберечь друг друга. С одной стороны, дети в Восточном Туркестане переживают горечь разлуки с отцами, а с другой растут без любви и внимания матерей. Супруга и сын Саддама Абдусалама, который проживает в Австралии, 3 года не могут выбраться из Урумчи из-за ограничений китайского правительства. Во время беседы с представителями прессы Абдусалам сказал, что его жена и сын стали заложниками китайских властей. По сообщениям Daily Mail, супруга и сын Абдусалама подвергались многократным допросам, которые длились по несколько часов. Уйгурский экспатриант назвал эту ситуацию ответом Китая на усилия правительства Австралии по расследованию источника коронавируса. Когда в апреле 2017 года супруга Абдусалама, который является гражданином Австралии, вернулась в город Урумчи, китайская полиция конфисковала ее паспорт и не позволила выехать обратно. Правозащитная организация осудила действия Китая и призвала правительство Австралии вмешаться в ситуацию. Министерство обороны Индии сообщило, что между военными Китая и Индии, патрулирующими границу на северо-востоке страны, произошел конфликт. В результате инцидента, произошедшего на фоне агрессии, ранения получили 4 индийца и 7 китайцев. Ситуация была взята под контроль после диалога и усилий региональных властей. Министерство обороны Индии не сообщило о причинах возникновения конфликта и состоянии военных, получивших ранения в районе Накулы. Ссылаясь на военные источники, Hindustan Times сообщила, что в конфликте участвовало 150 солдат. Специалисты предполагают, что Китай оказал давление на Всемирную организацию здравоохранения, заставив заявить, что изначально коронавирус не передавался от человека к человеку. Об этом сообщил журнал Der Spiegel, ссылаясь на германскую разведку BND. В статье указывается, что во время телефонного разговора, который состоялся 21 января, Си Цзиньпинь попросил Тедроса Адханома Гебрейесуса отказаться от утверждений, что вирус передается от человека к человеку, и призвал его отложить предупреждение о надвигающейся эпидемии. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения опровергла данную информацию. Авиакомпания TAV Аэропорты подписала соглашение о покупке аэропорта Алматы. Консорциум, созданный TAV Airport Holding и VPE Capital, подписал контракт на покупку казахстанского аэропорта и связанных с ним предприятий на сумму $415 миллионов США. Турецкий консорциум приобрел 100% акций аэропорта Алматы и компаний, предоставляющих услуги по заправке самолетов и общественного питания.